Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите об эпидситуации на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, на 1 марта 2021 года в республике выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске, в столице республики, выявлено 28 случаев, в Мирнинском районе 3, в Мюрренгринском 2 случая. По одному случаю зарегистрировано в 7 районах республики. Таким образом, у нас на настоящий момент в 10 муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия продолжает оставаться выявление случаев новой коронавирусной инфекции. В связи с чем оперативным штабам данных районов и муниципальных образований, а также непосредственно учреждениям здравоохранения и управления Роспотребнадзора предписаны определенные действия, необходимые для осуществления ограничений распространения коронавирусной инфекции в этих муниципальных образованиях. За сутки в воскресенье проведено 603 исследования. Всего с начала пандемии в республике обработано 967 633 теста. Необходимо обратить внимание на то, что продолжают вакцинацию у нас на территории республики граждане республики. Меньше всего у нас, к сожалению, провакцинировано в Анабарском, Булунском, Верхоянском, Устьянском, Чурапчинском, Вено-Бытантайском и Момском районе. Действительно, это зависит и от того, что у них небольшое количество населения в этих районах, и о том, что принято решение направить в дальние поселения этих районов вакцину. В связи с тем, как только логистически вакцина будет доставлена, я думаю, что и они в эти районы свою норму по вакцинированию, которая для них определена, также выполнят. Сегодня необходимо обратить внимание, что для нас остается наиболее важным провести достаточно четкое вакцинирование. И вакцинирование прежде всего граждан старшего поколения и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В республике на настоящий момент свернуты и прекратили действовать реанимационные койки на базе Республиканской больницы номер 1 и Республиканской больницы номер 3. Основным ударным стационаром третьего уровня, соответственно, остается также нести свою ношу, так сказать, медицинскую, продолжает Якутская республиканская клиническая больница. И к врачам и медицинским работникам которой хотелось бы обратиться и пожелать им и терпения, и выдержки, и, конечно же, работы в новых условиях. Сегодня 1 марта, когда указом главы Республики Саха-Якутия, к сожалению, не удалось нам все-таки преодолеть ситуацию и меры, которые связаны с самоизоляцией граждан, и режим повышенной готовности продлен по 15 марта 2021 года. Однако для ряда организаций определенные послабления у нас в указе определены. Главой Республики Саха-Якутия сняты ограничения по времени работы, соответственно, спортивных учреждений. Как вы помните, спортивные учреждения у нас работали только в утреннее время. На настоящий момент подобного рода ограничения снято, в связи с чем перед Министерством спорта республики будет поставлена четкая задача, так же, как и перед администрациями районов, отследить санитарно-эпидемиологическое благополучие и с соблюдением всех санитарных норм и требований, соответственно, разрешить работу этих непосредственно спортивных комплексов, учреждений как таковых. Сохраняется по 15 марта режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В республике сохраняется масочный режим дистанцирования. В связи с чем я обращаю внимание граждан на то, что у нас наступает весна, новый эпидсезон. Пожалуйста, лучше или трепетней, или вежливее относитесь к своему здоровью.